Привет, Арми! Сегодня все как-то по-другому. В воздухе витает едва уловимое электричество, тихое предвкушение, которое не могут скрыть даже самые оживленные места. Души словно забились быстрее, когда начали распространяться новости. Международный аэропорт Инчхон, обычно характеризующийся постоянным движением и рутинным расписанием, неожиданно превратился в центр мирового внимания. На этот раз не из-за официального мероприятия или тщательно спланированного появления на пресс-конференции, а потому что BTS наконец-то вернулись в Южную Корею вместе после завершения кинопроекта К.А. Ариранг. Аэропорт, привыкший к тому, что по его коридорам проходят знаменитости, внезапно приобрел другую атмосферу. Не было подготовленной грандиозной сцены, не было анонсированного неожиданного концерта, не было драматической подготовки от развлекательных агентств. И все же, как и много раз до этого, мир замер. Камеры инстинктивно поднялись, фанаты затаили дыхание. Причина была проста, но в то же время сильна. Ким Тэхьон. Почти сразу же начало распространяться короткое видео. На нем Тэхьон непринужденно прогуливался по аэропорту в окружении других участников BTS. Сам ролик был коротким, необработанным и обычным по меркам индустрии, но за считанные минуты он стал необыкновенным. Тэхьон выглядел непринужденно, почти сдержанно в красной кожаной куртке, которая привлекала внимание, не требуя при этом излишнего внимания. Запоминающимся его сделала не бренд и не чрезмерно стилизованный образ. Запоминалась его манера держаться, спокойно, уверенно и безошибочно узнаваемый Тэхьон. Куртка мгновенно стала символом. Ее глубокий красный цвет выделялся на нейтральном фоне аэропорта, но при этом никогда не казался навязчивым. Напротив, она отражала присутствие Тэхьона, смелость без излишней напористости, заметность без намерения. Этот баланс поклонники давно ассоциируют с ним. Он не позирует перед камерой, если сам этого не хочет. Он просто существует, и этого почему-то достаточно. За считанные минуты глобальные поисковые тренды отразили этот момент. Ключевые слова, такие как «Тэхьон в аэропорту», «Красная кожаная куртка» и «BTS вернулись в Корею», взлетели на всех платформах. Корейские СМИ быстро отреагировали, публикуя статьи и фоторепортажи, в которых анализировалась каждая деталь. Тем временем международные фанаты заполонили X, Instagram, TikTok и Weverse видеороликами, скриншотами, отредактированными видео и эмоциональными комментариями. Многие фанаты назвали этот момент еще одной главой в том, что стало известно как «эффект Тэхьона». Что сделало этот момент особенно захватывающим, так это его время. Ажиотаж возник вскоре после того, как мир был захвачен вирусным появлением Тэхьона в Лиссабоне, Португалия. В то время одна единственная спонтанная фотография, сделанная в небольшом кафе, превратила обычный уличный уголок в место мирового значения. Фанаты путешествовали, воссоздавали этот момент и делились историями о том, как стояли на том же месте, где когда-то стоял он. Дело было не в роскоши или эксклюзивности, дело было в присутствии. Теперь, за тысячи километров отсюда, в корейском аэропорту, тот же феномен разворачивался снова. В том, как Тэхьон передвигается в общественных местах, есть что-то тихое и мощное. Без чрезмерных усилий или искусственных выражений лица он постоянно доказывает, что для влияния не требуется постоянного выступления. На видео из аэропорта он идет рядом с другими участниками BTS, время от времени склоняя голову в знак вежливого приветствия, слегка улыбаясь в камеру и незаметно меняя темп, чтобы оставаться в гармонии с группой. Нет никаких драматических жестов, никаких попыток привлечь к себе внимание. И все же, парадоксально, все взгляды кажутся прикованы к нему. Возможно, именно в этом и причина. В индустрии, построенной на зрелищности, сдержанность Тэхьона кажется освежающей. Его присутствие не кричит, оно резонирует. Красная кожаная куртка, смелая, но изысканная, становится визуальным контрастом, насыщенный цветом, мягкой энергией. Корейские развлекательные порталы позже описали его появление в тот день как случайно культовое.
Журналисты подчеркнули, как один единственный, незапланированный модный выбор в общественном месте может вызвать глобальную дискуссию в течение нескольких часов. Корейские фанаты встретили возвращение BTS с теплотой, а не с ошеломляющим хаосом. Многие отметили, что просто увидев Тэхьона, непринужденно прогуливающегося по аэропорту, они почувствовали к нему близость. В комментариях в интернете появилось множество замечаний вроде «он не изменился, его аура всегда успокаивает» и «Тэхьон всегда кажется человеком, а не отстраненным». Эти реакции показывают нечто большее, чем просто восхищение. Они отражают доверие и эмоциональную близость. Тем временем иностранные фанаты описывали то, что они в шутку называли эмоциональным хлыстом. Всего несколько дней назад внимание было приковано к Португалии, теперь же оно снова переключилось на Корею, вызванное одним единственным видео из аэропорта. Многие шутили, что Тэхьон, кажется, носит с собой внимание всего мира, куда бы он ни пошел, никогда специально не стремясь к этому. Примечательно, что сам Тэхьон хранил молчание. Не было ни немедленного поста, ни подписи, ни попытки объяснить или осмыслить этот момент. В медиапространстве, перенасыщенном комментариями и самовосхвалением, это молчание говорило само за себя. Оно укрепило представление об искренности, которое фанаты и наблюдатели связывают с ним. Он позволил моменту существовать на своих собственных условиях. Корейские комментаторы поп-культуры все чаще предполагают, что Тэхьон представляет собой новую модель глобального влияния знаменитостей, модель, которая не полагается на постоянное присутствие или громкую саморекламу, а на постоянное присутствие и эмоциональную подлинность. Влияние такого подхода ощутимо. От обсуждений в социальных сетях до освещения в основных новостях видео из аэропорта приводилось в качестве доказательства того, что один подлинный момент может объединить внимание всего мира. Не менее значимым был и совместный образ BTS. После периодов индивидуальных проектов и отдельных графиков видеть их идущими бок о бок в общественном месте дало фанатам ощущение стабильности. Позиция Тэхьона в группе казалась символичной. Он не был ни лидером, ни отстающим. Он сиял, оставаясь при этом частью целого. Это было визуальное воплощение баланса, индивидуальной идентичности, сосуществующей с коллективным единством. В очередной раз Корея оказалась в центре внимания мировой индустрии развлечений. Но на этот раз свет прожекторов исходил не от концертной сцены или пресс-конференции. Он появился в коридоре аэропорта. От спокойной уверенности Ким Тэхьона в красной кожаной куртке. От неторопливых шагов, нежных улыбок и сдержанного поведения. Этот момент служит напоминанием о важной истине в цифровую эпоху. Подлинность — самая ценная валюта. Тэхьону не нужно говорить громко, чтобы его услышали. Ему не нужна экстравагантность, чтобы его запомнили. Просто оставаясь самим собой, он создает моменты, которые находят отклик далеко за пределами непосредственной сцены. Для многих людей это видео из аэропорта представляет собой нечто большее, чем просто новость о возвращении BTS. Это отражение того, почему Тэхьона так любят, не только как участника BTS, не только как мировую икону, но и как человека, который приносит тепло и спокойствие в быстро меняющийся мир. На короткий миг в аэропорту Кореи мир замер, наблюдая, как он идет домой. В заключение, возвращение BTS в Корею больше, чем просто обычное сообщение о поездке. Под вспышки камер и постоянное движение Ким Тэхьон в очередной раз продемонстрировал, что истинное влияние не рождается из грандиозных жестов или громких заявлений. В красной кожаной куртке, размеренными шагами и тихой скромностью он создал момент, который казался интимным и человечным, но при этом имел глобальное значение.
От небольшого кафе в Португалии до коридоров международного аэропорта Инчхон нить остается неизменной. Искренность, простота и искреннее присутствие — вот что делает Тэхьона не просто видимым, но и ощутимым. Именно это превращает каждое его появление в нечто большее, чем просто развлекательную новость. Оно становится культурным моментом, который привлекает внимание, вызывает эмоции и восхищение за пределами границ. И, как всегда, не прилагая особых усилий, Ким Тэхьон доказывает, что его обаяние не угасает. Оно продолжает расти, естественно, тихо и неотразимо. И вот момент тихо угасает, но его смысл остается. В потоке вспышек камер и торопливых шагов было запечатлено нечто редкое — не зрелище, не представление, а присутствие. Ким Тэхьон не объявил о своем возвращении словами, но его спокойные шаги говорили громче любого заголовка. В мире, который часто воспевает шум и излишество, его тихая искренность напоминает нам о чем-то вечном. Истинное влияние не требует внимания, оно его заслуживает. От далеких кафе до знакомых залов аэропортов Тэхьон продолжает двигаться по миру с честностью, теплотой и изяществом. И, возможно, именно поэтому люди останавливаются. Почему они смотрят? Почему они чувствуют? Потому что иногда самые сильные моменты создаются не на сцене, а в простом акте возвращения домой.